депутат Карамушкина Ирина Юрьевна, да? Рахмат, Кутмандутам Назарменен. Мое обращение сегодня от имени граждан, кого беспокоит последние события. Сегодня политические гонения уже коснулись не только верных соратников экс-президента, но и его семьи. Военная прокуратура заставляет госорганы постоянно держать под контролем и запускать постоянные проверки на предприятия сына Алмаза Атамбаева. Мало того, что они препятствуют предпринимательской деятельности, но также арестованы автотранспорт, квартиры, счета. Но вы что творите-то? Преследуете уже детей Алмаза Атамбаева. Когда какие-то ваши уже эти аппетиты утихомирятся? И слова президента об инвестициях и развитии бизнеса кажутся фикцией. А вот слова, что бизнес дойная корова, подтверждаются. Поэтому в страну не идут инвесторы. Кто было, те разбегаются, видя, как власть расправляется со своими оппонентами. За 6 лет президентства Атамбаева кто-нибудь слышал или видел, чтобы его близкие родственники, сваты, зятья занимали государственные должности? Если его сыновья имели свой бизнес и руководить заводом, держать его на плаву, это промышленность в зомбированном состоянии, надо было приложить немало усилий. Но сегодня этот бизнес пытается также остановить, арестовав активы предприятия, вынимая всю документацию. Таким же образом арестовали здание «Медиафорум». При этом все арендаторы ходят на работу, кроме офиса партии и телеканала «Апрель». Арендаторы уже не проплачивают аренду, так как некому. Что, здание готовят к банкротству? Компания Сиида Атамбаева за последние годы выплатила в бюджет 25 миллионов сом. Обеспечивает высококвалифицированных людей рабочими местами, занимается благотворительностью. И это на фоне, что каждый день выявляются новые факты, когда десятки высокопоставленных служащих скрывают свой бизнес, скрывают налоги, не платят налоги. У народа сложилось мнение, что сегодня власть намеренно пытается уничтожить все, что касается Атамбаева, вычеркнуть его из истории. Но этим власть расписывается в своей слабости. Раз не смогли найти конструктивного выхода и совместного решения утроить свои силы и возможности, чтобы вместе вывести страну, вывести ее из экономического коллапса. Эти 2 года были посвящены только тому, чтобы убрать с арены, политической арены Атамбаева и тех, кто сопротивляется правовому беспределу. Кыргызстан – это не Каканское, не Джунхарское ханство. Верните закон в страну, прекратите преследование. И я хочу сказать, что вот одно беззаконие, оно цепляется за другое беззаконие. На прошлой неделе на фасаде Республиканского дома профсоюзов были снесены атрибуты исторической советской геральдики. Жители столицы глубоко возмущены, что намеренно рушится история города. Многие исторические здания превращаются в развлекательные зоны. В любой стране, где вы, депутаты, посещаете города, туристы интересуются именно старыми районами города. Вот там, например, тот же Стамбул, Баку. Поэтому я считаю, что нарушен закон об охране использования историко-культурного наследия. Я обращаюсь к Министерству культуры через средства массовой информации. Дайте комментарий, было ли сделано государственная историко-культурная экспертиза.